Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. Прочитаем его мысли. А тема звучит так: что он очень хочет услышать от вас. Какие слова, какие клятвы, какие обещания. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе посмотрим. Загадывайте на мужчину, спрашивайте его, да? Так и спросите: милый дорогой, что хочешь от меня услышать? И давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моей рукой, то, что сейчас Так, интересно. Одних птиц показал. Слушайте, обратите внимание, 3 огромных птицы. Что он хочет услышать от вас? Да просто хочет услышать ваш голос, хочет с вами поговорить. Возможно, вы загадали на мужчину, с кем вы давно не общались, либо с кем вы поссорились и сейчас сидите, находитесь в паузе. Разговор. Ему в принципе не важно, что вы скажете. Главное, чтобы вы с ним говорили, да, чтобы слышать ваш голос, чтобы быть на связи, да, в контакте с вами находиться. Вот чего он хочет. Так, мужчина здесь вот прям страдалец. Он одинокий, девочки. Ой, какой одинокий. Как ему грустно, как ему больно, как ему печально. Ощущается прям нехватка вас, вашей энергетики. Прям, знаете, как говорит, холодно, я одинокий. Вот места себе не нахожу, вот ни кушать не хочу, ни спать не могу. Никаких чувств и желаний у меня в жизни нет. Говорит, сирота. Я сирота, сиротинушка, одинокий. Так, вы для него, смотрите, прекрасная птица. Здесь вас показали гордой птицей. Орлицей такой вас показали, да, потому что по размаху крыльев вы по форме очень похожи на орла, да, но поскольку вы женщина, орлица, правильно? Очень гордая, очень независимая, очень самостоятельная. Вы знаете себе цену. Вы знаете, чего вы хотите. Вы этого мужчину заставили себя уважать. Вот прям раньше, да, мужчина как-то, в легкую к вам относился, да, в легкую. Считал, что вы особо ничем от других женщин не отличаетесь. Что вам там надо? Доброе слово, подарок, да, и обещаний кучу. Типа вам этого достаточно. А нет, вы не такая. Вам, видите как, если что не так, так вы пошлете. Пошлете так, что мало не покажется. А еще у вас есть особенность. Вы женщина, которая умеет отстоять свои интересы. Вы за мужчиной никогда бегать не будете. Прислуживать, услуживать мужчине никогда не будете. Как говорят, птица высокого полета. Да? Это про вас. И он это понял. Он это понял. Кстати, он хотел бы, да, перед вами вот в чем-то покаяться, извиниться. Да, либо объяснить какой-то свой поступок, либо свое действие. Но вы ему возможности не даете. Видите, между вами вот как не препятствие, да, как дистанция, вы как дистанцировались от него. И вот он стоит такой одинокий, вам тут рукой машет, говорит, вернись, дай мне возможность перед тобой оправдаться, да, тебе объяснить, рассказать, хочу вот к тебе. Девчонки, кто мужчину в отставку отправил по причине другой женщины. Тут есть такие девочки, которые вот с мужчиной рассорились, потому что его либо заподозрили в других связях, либо вы точно знаете, что он еще с кем-то там путался. Смотрите, та другая женщина, она вот, видите, не то чтобы на второй план ушла, она где-то там в прошлом осталась. Вот после того, как вы с ним поссорились, она ему противная стала. Вот абсолютно противно, он ее не выносит. Он не смотреть не может, с ней общаться не может.
Вот. Если это была причина, то поверьте, он с ней уже расстался. Расстался, никогда к ней не вернется. Возможно, об этом он хотел бы вам сообщить. Так, что он хотел бы конкретно от вас услышать, помимо вашего голоса? Но что вы его принимаете, что вы его любите и что вы согласны быть с ним рядом и выстраивать отношения. Вот. Раньше он хотел, чтобы вы его признавали, вот признавали мужиком, хозяином положения. Не получилось, как говорится, не прокатило. Давя на вас, да, своим этим мужским авторитетом, он вас практически потерял. Теперь он говорит: нет, все, ошибся, это все было неправильно, мне этого не нужно. Мне главное, чтобы ты была рядом, да, чтобы ты меня любила и мне доверяла. Говорит: не хочу быть главным, я хочу быть с тобой в паре, в партнерстве, на равных хочу быть, чтобы мы друг друга дополняли. Вот. Важно услышать ваше прощение и важно услышать, что вы ему разрешаете, позволяете быть с вами рядом. Вот этого он очень хочет. Так, еще момент очень важный. Этот мужчина для вас что-то приготовил, либо что-то готовит, да, как в процессе, какой-то подарок, какую-то презентацию, да, какое-то мероприятие, может быть, какой-то праздник, какое-то удовольствие. Он очень много на это тратит времени и денег. И эта подготовка помогает ему, знаете, как вообще не упасть духом и себя хоть немножко поддержать. Он очень верит, надеется и верит, что вы не отринете его подарка, либо этого его шага, поступка, что вы примете, что ему удастся вас расположить, и что вы примиритесь, помиритесь, и вот эта дистанция, да, этот раскол, он испарится. Вот, мои хорошие. Он вам либо звонит, либо пишет, а вы скипаете, не отвечаете на его сообщения, либо игнорите его звонки. У кого-то и так проиграется. У кого-то проиграется, что вот он набирает ваш номер, тут же раз отбой, пишет сообщение, тут раз стирает, побаивается, да, побаивается. Не уверен, что вы ответите, либо как думает, не буду ее пугать раньше времени, а то сейчас опять пошлет меня куда подальше, и все, и горюшка мне придет. Так, девчонки, кто в треугольнике, и у вас еще какой-то мужчина есть, либо на примете, либо вы с другим мужчиной, скажем так, в отношениях. Этот мужчина, кого вы загадали, он места себе не находит, он с ума сходит. Ему очень хочется, чтобы вы вот объяснили эту ситуацию, либо объяснили свои чувства, отношения к нему и к тому другому мужчине. Он говорит: я не хочу ругаться, я просто хочу услышать правду, я хочу услышать твое мнение, я хочу понять твои чувства. Вот это он хочет. Девчонки, тот мужчина, кого вы загадали, вас очень сильно любит. Либо в моменте вот разлуки, разлада между вами, до него наконец-таки дошло, что именно вы — любовь всей его жизни. Очень надеется на взаимность, очень надеется, что диалог, общение между вами будет восстановлено. Он не ждет от вас первого шага. Он ждет того, чтобы вы приняли его, да, его шаги, его предложения и поддержали разговор вместе с ним. Вот этого ждет. Девочки, любое слово, доброе, хорошее, грубое, любое. Вот главное услышать ваш голос. Кстати, голос у вас очаровательный, будоражит этого мужчину. Как, знаете, магнетичный голос. Как, знаете, мужчина слышит ваш голос, вот неважно, что говорите, да, он слышит ваш голос, и у него аж прям мурашки по коже идут. Такое ощущение вызываете у него. Но у вас будет с ним встреча и разговор обязательно вот в ближайшем будущем. Ближайшее будущее — это у нас срок 2-3 недели. У вас и встреча идет, и разговор. Смотрите, он как-то хитро к вам подойдет, либо через вот это действие, подарок, да, который он тут замутил. Вот, вы как врасплох он вас застанет. Смотрите, как вы открыто будете ему. Открыто. А он тут перед вами пританцовывать будет. Как ни в чем не бывало, да? Вот как исполнять все ваши мечты и желания начнет. Вы растаете. Он вас, девочки, уговорит.
уговори, девочки, помиритесь, обязательно помиритесь, отношения ваши будут восстановлены. И не могу сказать с уверенностью, услышит ли он от вас вот эти слова клятвы в любви и преданности, но разговоры у вас очень теплые будут, очень теплые, очень милые, и вот за любовь, за будущее и за ваши отношения. Так что, так вот, мои милые, если поссорились, обязательно помиритесь. Мужчинка все понял, до него наконец-таки все дошло. Кто вы в его жизни, кто он такой по сути, да, и что любит. Любит именно вас, и только вас, и только с вами он хочет быть. Давайте я вам еще на оракуле возьму совет, подсказочку по поводу вас и по поводу мужчины, да, вот как вам правильно с ним поступать, как правильно с ним общаться, да, либо какую тактику поведения выбрать в отношении этого мужчины. Но вы очень неспокойная. Как-то он на вас повлиял очень сильно. Может, правда, обидел вас. Вот совет, подсказочка вам и на мужчину. Так, ну, госпожа Фортуна, хорошая карта. Карта прошлых воспоминаний. Ага, ну все понятно. Так, мои хорошие. Мужчина будет пользоваться возможностью, либо все так подстроить, да, чтобы действительно вас шокировать, заставить врасплох. Смотрите, по фортуне дайте ему шанс. Не зацикливайтесь на прошлом. То, что было, то прошло. Понимаете, и вы поменялись, и он поменялся, и между вами все поменялось. Если прилипнуть к этому прошлому и постоянно бояться, да, а вдруг опять повторится, а вдруг опять что-то не так пойдет, вы же так никогда счастливой не станете. Отпустите то прошлое и дайте возможность этому мужчине себя проявить. Поверьте, под вашим влиянием, под влиянием любви к вам этот мужчина очень сильно поменялся. Смотрите, здесь четко показали, что бояться не надо, что теперь отношения выйдут на новый уровень, что теперь вы будете управлять и собой, и им, и тем, что происходит между вами. Вы уникальная женщина, красивая, талантливая. И у вас есть какие-то скрытые способности, о которых вы еще не знаете. С этим мужчиной все ваши способности, все ваши таланты проявятся. У вас с этим мужчиной не только все наладится, но и очень улучшится. Видите, он как фокусник будет вам тут и кольца, и подарки, и голубей этих любовных пускать. Он еще себя очень-очень ярко проявит. А вы дайте ему шанс. Вы не пожалеете об этом. Никогда не пожалеете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.